Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И вначале коротко о главном. Горячий привет из Чили. И сегодня на многих языках мира прозвучала фраза «Отличная работа, Таратау». Геопарк Таратау включили во всемирную сеть геопарков ЮНЕСКО. Что это даст для республики? Я команду нашу, ребят всех поздравляю. Это большой, хороший успех. Путь к своим длиною в месяц. То, что он хотел выжить, ему вот это вот помогло. По рации общались, все как бы. При первой возможности будет возможность, ты выскочишь. Расскажем, как боец башкирского батальона после ранения пробирался к сослуживцам под ударами вражеских дронов и прикрытием товарищей. После завершения реабилитации мобилизованный с позывным «Туман» планирует вернуться в свое подразделение и вместе с ребятами продолжит путь до самой победы. Очередной пакет миллиардных инвестиций. На сегодняшний момент мы думаем, что у Сибая есть большой потенциал в этой области. У Сибая и у Исламской Республики Иран большое количество общих черт. Зауралье по традиции принимало предпринимателей со всей страны и зарубежья в рамках Инвестсабантуи и форума «Башкирской лошади». В итогах недели самое главное, что было на ключевых мероприятиях региона. На 30 миллиардов рублей заключили соглашение на полях инвестиционного Сабантуя в Зауралье. Международное событие в Сибае прошло уже в 7-й раз, собрав на одной площадке тысячи участников из десятка стран мира. Турецкие инвесторы построят в республике 2 завода. Сибай может стать городом ремесленников мира и не только. О ключевых моментах Инвестсабантуя расскажет Динар Темасханова. Теперь у нас сейчас 1000 километров тропы, которые сделаны волонтерами. И на ней мы собрали все самые классные объекты Башкирии. Мы начинаем с башкирских шихан. В этом году мы сделали, наконец, тропу через ваши родные места. Достопримечательности республики представлены в миниатюре. Здесь башкирские шиханы, пещера Шульганташ, горно-заводской Урал и Ремель, курорты Южного Урала. Автор проекта — блогер Раис Габитов. Тропа вышла на федеральный уровень и этим летом стала главной в реалити-шоу «Хайканутые-2». Каменные своды пещеры Шульганташ известны далеко за пределами нашей республики. Но это не только достопримечательность, но и, к примеру, инвестиционная площадка, в частности, для строительства модульной гостиницы. Любой природный объект в Башкортостане можно сделать не только точкой для отдыха, но и точкой для работы бизнесменов, которые будут готовы бережно улучшать инфраструктуру. Уникальная южноуральская тропа проходит прямо в центре города, перемещая гостей по живописным местам Урала, охватывая Башкортостан и Челябинскую область. Путь в 1000 километров здесь можно пройти за пару минут, увидев главные природные объекты. Здесь природные объекты большие. Здесь надо очень аккуратно. Тут и туризм специфический все-таки. Это не в пиджаке прогулка по улице, это все-таки специальная одежда, специальная подготовка. Поэтому очень разное все это. Надо здесь туристические услуги, продукты готовить. Основная задача Инвестсабантуя, который проходит уже в 7-й раз, привлечение внимания к территории Зауралья и его развитию. Сибай должен обрести новый статус города камнерезного искусства. На мероприятии работала делегация Всемирного совета ремесел. Их миссия — расширить возможности мастеров и защитить богатое наследие. На сегодняшний момент мы думаем, что у Сибая есть большой потенциал в этой области, поскольку город может использовать свой новый статус в качестве средства мягкой дипломатии. У Сибая и у Исламской Республики Иран большое количество общих черт. Например, в традициях использования конкретных материалов. Ведь материалы, используемые для иранских ремесел, тоже совпадают с теми, которые используют мастера Башкортостана.
В этом году Уфа первой в России удостоилась статуса «Всемирный ремесленный город». Сибай – один из центров камнерезного искусства и народно-художественных промыслов Башкортостана. Мастера филиграна занимаются обработкой камня, дерева, изготовлением керамических изделий. И здесь самые большие месторождения яшмы. Вы видите, что на мне тоже надето украшение, сделанное в традиционной технике. Оно сделано из тех же материалов, из которых сделаны стеклянные бусины, с которыми работают здешние мастера. И мне кажется, это еще один аспект для сотрудничества между странами африканского континента и российскими регионами, в частности, Республикой Башкортостан. Инвест Сабантуй играет большую роль в развитии экономики. Это подтверждают миллиардные договоренности. Турецкие инвесторы построят 2 завода в Башкортостане. Один из них по производству оборудования для фильтрования и очистки газов, второй в Дюртюлинском районе Семенной. Договор заключили Корпорация развития Республики Башкортостан и компания «Трак-7». Представители в Турции открыли здесь в Башкирии организацию по производству семян. Нашими партнерами с Башкирии производим гибридные семена подсолнечника. Я участвую 2-й раз в этом Самандое, очень хорошо организовано. Здесь между собой люди общаются, друг друга находят и создают бизнес. Казахстан – один из ключевых торгово-экономических партнеров Башкортостана. Взаимный товарооборот в разных направлениях развивается. Союз оптово-распределительных центров Казахстана заключил договоры с Минторгом региона и ТПП. Данная ассоциация Казахстана оптово-распределительных центров, она не зря очень сильно заинтересована работой в Башкортостане. Во-первых, их очень большое количество. И, во-вторых, наше логистическое месторасположение сейчас очень сильно их интересует. Всего же на полях форума подписали соглашение на 30 миллиардов рублей. Но есть документы и без участия финансов, которые тоже будут рождать новые проекты. Такой заключили директора Сибайского политехнического колледжа и Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Нет границ для народного творчества, нет границ для ремесел и промыслов, когда задействовано народное творчество, когда сердце народа выполняет, исполняет. Будут ли это какие-то изделия из художественной обработки, будет ли это песня, будет ли это фольклор. Это все объединяет нас. На форум приехали гости из почти 30 регионов России и 10 стран мира. Работали деловые площадки, темы на которых поднимались от туризма до глобальных, таких как повышение позиций региона в рейтинге качества жизни и в целом страны в международных индексах. В пленарной части Инвест Сабантуя участие принял глава республики Ради Хабиров и заместитель руководителя агентства стратегических инициатив. ОСИ также является организатором ключевого мероприятия в Сибае. Все, что мы делаем, это такая работа в долгую. Работа в долгую – это формирование инвестиционного климата. Ведь климат – это не только деньги. Климат – это прям то, что, может быть, порой нельзя пощупать руками, но это некий такой настрой, некий такой баланс отношений между бизнесом, властью, всеми участниками этого процесса. Поэтому вот это идет формирование. И оно займет, на самом деле, большие годы. По большому счету, обычному человеку не важно, какие там рейтинги или какая там сложная ведется бюрократическая работа. Ему важно, вот тепло ли, светло ли, чисто ли, безопасно ли. Это мы, кстати, говорим о качестве жизни. И есть ли места для работы, а если это мы говорим о людях пожилого возраста, насколько комфортно их детям, внукам жить на территории того или иного города. В этом году Сибаю исполняется 70 лет. За это время небольшой горняцкий поселок вырос до уютного современного города. Его по праву называют столицей башкирского Зауралья. И каждый такой инвестиционный форум дает дополнительный импульс для развития не только самого муниципалитета, но и всего региона. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Башкирскому Таратау присвоили статус геопарка ЮНЕСКО. Его включение во всемирную сеть единогласно поддержали эксперты на заседании, которое прошло в Чили. Таким образом, он стал вторым на постсоветском пространстве, получившим столь высокий статус. Чтобы достичь таких высот, власти региона совместно с учеными проделали колоссальную работу. Обо всем подробнее расскажет Анна Морозова.
Настоящий музей под открытым небом, а в качестве экспонатов горы, пещеры, краснокнижные растения и многое другое. Он занимает более 4000 квадратных километров и находится на территории сразу 4 районов Башкортостана – Стерлитамакского, Гафурийского, Ишимбайского и Мелеузовского. И все это геопарк Таратау, который теперь стал частью всемирной сети ЮНЕСКО. Геопарки – это территории уникальные, территории неиндустриального развития, главное в котором – научный контент, развитие туризма, этнокультурная составляющая, образовательная составляющая. И это международное признание уникальности нашей территории и международная защита этой территории. Заявка на вступление во всемирную сеть была направлена еще в 2021 году. В 2022 в геопарк с оценочной миссией прибыли специалисты из Ирландии и Испании. Мы этой задачей занимались не один год. К нам приезжали эксперты, мы выполняли все их требования. Что-то не получалось, что-то получалось. Я команду нашу, ребят всех поздравляю. Это большой, хороший успех. Единогласное решение о присвоении Таратау статуса глобального геопарка было принято на всемирном заседании ЮНЕСКО, которое состоялось в Чили 6 сентября. В Совет входят ученые многих стран, и они признали нашу заявку блестящей. И сегодня на многих языках мира прозвучала фраза «Отличная работа, Таратау». И, находясь здесь, в Чили, мы хотим передать низкий поклон жителям Республики Башкортостан, жителям территории геопарка Таратау за их преданность, за веру, за любовь к родной земле. У каждого геопарка ЮНЕСКО есть душа, и душа нашего геопарка – это люди, которые стоят за ним. Башкортостан – один из активных участников проектов ЮНЕСКО. Республика взаимодействует с международной организацией по всем ключевым направлениям. И эту работу поддерживают в том числе по линии Министерства иностранных дел страны. Создана огромная экосистема, которая помогает на мировом уровне продвигать наши уникальные территории и развивать их. А все это нужно лишь для того, чтобы люди на нашей земле жили лучше. Как отмечают эксперты, присвоение Таратау статуса геопарка ЮНЕСКО является мощным импульсом для дальнейшего развития региона. Геопарк ЮНЕСКО – это смесь культуры, истории, науки, а также туризма и развития локальных сообществ. Поэтому данный статус точно поможет в увеличении туристического потока и развития региона. Ну и кроме того, это будет точкой популяризации науки для всех посетителей, для местного населения, а также точкой совместных исследований ученых с мировым именем данного природного и культурного объекта. Геопарк Таратау был создан в декабре 2018 года и за время своего существования успел стать важной частью геотуризма республики. Для комфортного восхождения на вершину Шихана здесь построили эколестницу. Также открыли дом-музей климата Евразийского научно-образовательного центра. А в этом году в Уфимском университете науки и технологий открылась кафедра ЮНЕСКО «Геопарки и территории устойчивого развития», где уже начали подготовку специалистов международного уровня. Стоит отметить, что Таратау – второй в России геопарк, который вошел в глобальную сеть ЮНЕСКО. Первым в 2020 году стал башкирский Янгантау. А недавно в число всемирного наследия внесли также знаменитые наскальные рисунки пещеры Шульганташ. Кроме того, башкирские ученые подготовили номинационное досье касаемо непосредственно Шиханов. Их также предлагают включить в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что голосование состоится летом следующего года на очередном заседании, которое пройдет в Италии. Анна Морозова, Артур Шамсудинов и Азамат Мухамедшин. Итоги недели. Ну а теперь к новостям зоны СВО. Операторы башкирских дронов на протяжении месяца поддерживали своего раненого товарища на передовой. Из-за плотного огня ВСУ эвакуационная группа не могла подойти к бойцу, который сильно пострадал после сбросов с так называемого дрона «Бабы-Яги». Все необходимые медикаменты, продукты питания и воду ему доставляли при помощи беспилотников. О чудесном спасении и боевом братстве репортаж нашего военного корреспондента Азат Садриева.
На эти кадры, снятые напарником бойца с позывным «Туман», через несколько часов после атаки тяжелого дрона «Баба-Яга» с трудом смотрели даже повидавшие многое штурмовики. Во время боевого задания на Покровском направлении военнослужащие попали под плотный огонь вражеского беспилотника. Значит, было 2 сброса, как минимум. Один сброс был зажигательный, какой-то заряд, но другой был уже такой, который у них пробил перекрытие. Значит, в результате возникшего пожара и того, что там еще потом и укрытие их было разрушено, короче, одежда на них сгорела. В общем, вдвоем они там со своим напарником перебежали на позицию к другим парням. Вот их там цепили. В общем, ожоги были достаточно значительные, там более, по-моему, 40 или 50, 40, по-моему, процентов от поверхности кожи. После тяжелого ранения Туману пришлось целый месяц буквально выживать под канонадой ударов ВСУ. Упасть духом не давали боевые товарищи. Те, кто рядом, и те, кто по рации каждый день связывался и поддерживал передовой отряд. Эвакуация была небезопасна. И тут на выручку пришли операторы БПЛА и военные врачи группировки «Центр». Хорошо, кстати, военные медики наши сработали. Они именно, видимо, подобрали те мази, не знаю, лекарства, которые именно нужны. Потому что в итоге через месяц после того, как он находился, после получения этих ожогов и травмы, и когда был хороший дождь, ливень, все-таки удалось ему, чтобы вывести его и как бы в квалифицированную помощь оказать, он вышел. Мы просто были в шоке, когда удивились, он как будто человек заново родился, то есть и кожа, и все, то есть на нем очень здорово все зажило. Вот эти кадры. Они были сняты на передовой спустя месяц и за несколько минут до проливного дождя, который и стал прикрытием для Тумана. Во время обильных осадков FPV-дроны не летают. И набравшийся сил боец выдвинулся к своим в тыловой район. То, что он хотел выжить, ему вот это вот помогло. То, что, И то, что он понимал, что он не один, да, что вы за ним присматриваете? Нет, конечно, он знал, что и родные ждут его, что парни переживают, что как-то сбросами там помогают, водичку, там, энергию, что он знал, что его выведут, что, переживают за него все. Он все это очень прекрасно знал. По рации общались, все При первой возможности, будет возможность, ты выскочишь. То есть, и вот была погода, как раз дождик, и он потихоньку у нас выскочил. Но дождь оказался кратковременным, и путь домой занял несколько дней. Услышав жужжание вражеских коптеров, Туман прятался в лесополосе. 12 километров преодолел практически ползком, пока его не встретила эвакуационная группа. Он реально молодой парнишка, и столько пережил, и столько времени. Понятно, глаза уже сразу все говорят, о чем он, что там он повидал. По глазам уже видно, молодой парнишка уже жизнь повидал. Вот. Всю дорогу он так восторгами, вот тут уже дорога новая, тут, оказывается, цивилизация, тут и свет есть, там, вот так вот. Все время. На позитив очень был. Да, на позитив. Эта история не только о стойкости духа русского воина, но и настоящей мужской дружбе, вере в успех и в общую победу. В полку служат мобилизованные из разных регионов, но за время СВО друг для друга они уже давно стали своими. После завершения реабилитации мобилизованный с позывным «Туман» планирует вернуться в свое подразделение и вместе с ребятами продолжит путь до самой победы. А за боевые заслуги командование уже представило Тумана к ордену мужества. Азат Садриев, Айнур Кабиров и Иван Шабрин. Итоги недели. Донецкая Народная Республика. В Чешминском районе завершился второй патриотический слет для мальчиков с физическими и ментальными нарушениями здоровья. Территория героев собрала больше 130 школьников со всей республики. В парке «Патриот» с участниками пообщался глава Башкортостана Ради Хабиров. В неформальной обстановке ответил на все интересующие вопросы. В беседе приняли участие и известные люди, такие как Эльбрус Нигматуллин, а также герой России, вертолетчик Денис Чернавин. Алия Альтубаева продолжит тему. Так вот, чуть-чуть назад отклониться. Вот, хорошо, отлично. И я очень рада, что сегодня у нас у всех есть возможность научиться чему-то новому. Полазить на настоящем танке, суметь собрать и разобрать автоматы, посмотреть на историческую технику и позаниматься с чемпионами мира. Мечта, наверное, каждого мальчишки. 2 дня ребятам рассказывали о мужестве и ответственности, о родине и героизме.
Больше 130 ребят с ограниченными возможностями здоровья 2 дня находились на сборах, смогли увидеть авиашоу, участвовали в активных играх и мастер-классах, писали письма на передовую. Как ты считаешь, каким должен быть настоящий мальчик, настоящий мужчина? Он должен быть отважным, мужественным, смелым и помогать остальным товарищам. Мы хотим развиваться, мы хотим быть как все люди, несмотря на то, что пока мы только учимся ходить. Вот мы даже вчера ездили в партизанскую деревню, и автобус был такой, что даже он спустился, и мы заехали на коляске. Это для нас это вообще здорово. Расскажи, что тебе больше всего понравилось за эти 2 дня? Партизанская деревня, и дали подержать оружие. Я попробовал разобрать оружие. Военная техника. Посмотрели, все рассказали, показали. Очень много друзей он нашел себе, я тоже познакомился. Очень много, море впечатлений, эмоции переполняет. В завершающий день с ребятами приехал пообщаться Ради Хабиров. В первую очередь руководитель региона поблагодарил тех, кто всегда рядом с детьми, их родителей за любовь, заботу и большой труд, которые вкладывают в своих детей. Был задан вопрос, кто такой герой. И один из вас сказал, главный герой – это мои мама и папа, которые заботятся обо мне. Помогаю, и все трудности вместе преодолевают. Давайте мы поаплодируем, поприветствуем ваших мам и пап. Спасибо, что вы с вашими детьми проходите этот очень непростой путь. Регулярно парк «Патриот» собирает тысячи ребят из Башкортостана и других регионов на сборы, профильные смены и другие мероприятия. Глава республики рассказал о задачах СВО и подвиге Максима Серафимова, чье имя носит парк. Отметил, что каждый из присутствующих будущий мужчина, и это звание нужно нести достойно. Вы, парни, где-то намного даже крепче, чем мы себе можем представить. Поэтому мы с вами сегодня проводим мужской разговор. Я точно знаю, что среди вас здесь есть ребята и ваши мамы, у которых, получается, мужья и ваши отцы погибли на специальной военной операции. Я вам хочу сказать, что как глава республики мы о них всегда будем помнить. Всегда будем. И вы должны о них помнить. Никогда не забывать. В неформальной обстановке приглашенные гости ответили на вопросы школьников, поделились историями военной службы, говорили и о спортивных достижениях. Ради Хабиров познакомил ребят с Ильназом Давлетовым. 3 года назад во время игры в футбол он получил удар током в 10 тысяч вольт, доставая мяч из трансформаторного щита. Школьнику ампутировали обе руки, он перенес 6 операций. И это не помешало ему профессионально заниматься спортом. Да, я занимаюсь спортом уже 3 года, занимаюсь легкой атлетикой. Достижения? 7-кратный чемпион России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Есть вопросы? Нет? Нет вопросов. Я теперь выступаю на всероссийских соревнованиях в качестве сборной Башкирии. Конечно же, нужна как моральная, так и физическая поддержка от тех, кто рядом, от близких, от друзей, в первую очередь от семьи и от родителей. Ребята расспрашивали главу региона о детских мечтах, о развитии футбола и о том, каково управлять такой большой республикой. Порой задавали не детские вопросы. И, как говорят сами взрослые, у таких смышленых детей есть чему поучиться. Те трудности, которые мы считаем, что это трудности, на самом деле это такие мелочи по сравнению с тем, что рядом с нами эти ребята переживают и преодолевают каждый день. Такой немножко и укор нам, и пример. Что хотелось им донести, чтобы, несмотря на все эти сложности и трудности, они не зачерствели сердцем. По аналогии с баллом маленьких принцесс, 2-й год уже для мальчиков проходит территория героев. Порой здоровье ставит преграды, однако в каждом из ребят живет отважный защитник, патриот своей родины. А крепкий характер помогает преодолевать все трудности. Как пообещал глава региона, такое мероприятие традиционно пройдет и в следующем году. Алия Эльтубаева, Роберт Давлетбердин, Ильдар Давлетов. Итоги недели. Чишминский район. Также Ради Хабиров встретился со студентами Института советников по социальным изменениям. Это уникальный федеральный проект, который призван объединить неравнодушных людей из разных сфер – госслужащих, директоров некоммерческих благотворительных организаций, бизнесменов и журналистов. Башкортостан стал площадкой для одного из этапов обучения. Участники проекта познакомились с лучшими практиками региона. Тему продолжит Анастасия Чебаева.
У нас разрешено, если подопечный приходит к нам в хоспис и говорит, что у меня есть любимая кошечка, без которой я не могу эти дни провести, эта кошечка приезжает тоже к нам. В одной этой, казалось бы, мелочи скрыта вся суть уфимского хосписа. Это не больница, а дом. Дом, где о людях думают. Председатель попечительского совета фонда «Уфимский хоспис» Карине Хабирова познакомилась с Центром паллиативной помощи студентов Института советников по социальным изменениям, слушателей, которые уже скоро разъедутся по своим регионам и увезут домой полученный опыт. Честно говоря, у нас шоковое состояние вот сейчас после посещения, потому что такого мы не видели нигде. То есть это настолько детально продуманы вещи, которые могут быть удобны человеку, настолько побеспокоились о том, как работает сотрудник, персонал. Это, конечно, прямо шок для нас, для многих. Башкортостан был выбран как одна из площадок для обучения. В регионе есть удачные практики, которые могут перенять другие. Я надеюсь, что по образцу уфимского хосписа появятся такие заведения и в других регионах. Это не только профессионализм, это тонкое чувство, как человеку другому будет хорошо, даже если этот человек не может сам сказать тебе, как он сейчас себя чувствует. 40 человек, разные регионы, разные профессии, но связаны крепкой невидимой нитью, неравнодушие. Цель Института советников – сформировать в регионах страны команды, которые вместе будут менять социальную сферу. Это госслужащие, руководители соцучреждений, благотворительных организаций, бизнесмены и журналисты. И одни без других не могут. В одиночку нельзя, не может НКО поменять одна что-то, и не может регион, и глава региона, и министерство не могут поменять без опоры на людей на местах. Участники не только проходят обучение, получают новые навыки, но и могут лучше понять друг друга. Все они из социальной сферы, но бывает по-разному смотрят на ситуацию. Здесь же они учатся объединять свои усилия ради одной цели. Это про человекоцентричность, и обращение внимания на человека. Тут открывается большой такой спектр коллег, с которым можно пообщаться и обменяться опытом. Я что-то могу подсказать, мне что-то могут подсказать. У меня меньше опыта работы с бюджетными учреждениями с точки зрения, как государство устраивает социальную работу. Для нас это важно, потому что мы работаем с бюджетными социальными учреждениями. Уфимский хоспис – это как раз результат, на который направлен Институт советников. Он появился благодаря тому, что свои усилия объединили власть, бизнес и общественники. Здесь и прошла встреча участников обучения, главы республики Радия Хабирова и руководителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Фидермессер. Но самая главная идея это была, что это будет центр именно паллиативной помощи. Что здесь будет формироваться круг энтузиастов, круг профессионалов, круг науки. Хоспис и по архитектуре, и по идеологии, и по качеству помощи. Хоспис абсолютно передовой. И может быть все-таки все, что в этой части страны, может быть, можно ехать учиться сюда. Для советников эта встреча – возможность с глазу на глаз пообщаться с руководителем крупного региона. Откровенный разговор о важном. О том, как примирить милосердие и бюрократию, как работать чиновникам и общественникам вместе, что первостепенно – человечность или профессионализм. Я просто понимаю рационально. Если ты бай какой-то жестокий, злой человек, мир публичен. Я говорю, твое внутреннее уродство вылезет моментально. Я услышала от вас сейчас дважды потрясающую фразу, которую я забираю себе и которую я буду думать, как грамотно использовать. Фразу про то, что моральное уродство очень быстро себя обнажает. И людей надо искать таких, у которых этого нет. Здесь таких очень-очень много. Уфимскому хоспису всего 2 года, и, кажется, весь проделанный объем работы едва ли помещается в этот срок. В этом хосписе уже нельзя разделить государственную и негосударственную поддержку. Он может жить только когда участие в нем принимают все. Очень небольшой период времени он очень плотно интегрировался в жизнь Башкортостана, за что всем спасибо. А мне сюда приятно приезжать уже как будто бы не на работу, а правда как просто за силами. И о том, как хоспис объединяет людей, пробуждая самые чистые чувства. Может сказать, корзинка яблок. Сейчас такие здесь стоят на каждом углу. А возле пищеблока тележка с тыквами, которая, кажется, не уменьшается, как бы ни старались повара. Не потому, что подопечные не едят. Просто желающих поделиться урожаем оказалось очень много. Очень много тех, кто не хочет оставаться в стороне. Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин, Марат Хамитов. Итоги недели.
Начало положено. В этом году ученые приступят к изучению генома башкирской лошади. Старт научно-просветительской программе глава республики дал на фестивале «Башкорт-Аты» в Баймакском районе. А ведь изначально проведение мероприятия в этом году было под вопросом. Однако власти все же приняли решение и организовали фестиваль уже 4-й по счету. Его посетили более 20 тысяч участников. Празднование совпало с юбилеем района. Хроника этого мероприятия в следующем материале. Фестиваль башкирской лошади открывают главные его герои. Артисты легко держатся в седле и также грациозно выполняют трюки верхом. Одно из самых ярких событий – соревнования «Ылак». Название игры в переводе с тюркского означает «козлодрание». Условие – завладеть тушей животного, в данном случае это муляж, и доставить ее к большому чану. Есть нападающие и защитники. Здесь, как в футболе, одна из задач – не подпустить соперника к емкости своей команды. В прошлом году тоже участвовали. На этот год тоже пригласили ваши. Участвуем сейчас. Хорошо у вас идет мероприятие. Сейчас мы в финале. Хотим первый приз еще получить. Главная идея фестиваля «Башкорт-Аты» – продвижение башкирской лошади как уникального объекта культурного наследия, сохранения и развития народных ремесел. Башкирская лошадь, она сама по себе универсальна. Она зимой кибенюет, подножный корм сама себе добывает. Неприхотливая в хозяйстве, трудолюбивая. Башкир без лошади – это не башкир. Фестиваль в этом году собрал более 20 тысяч гостей. Каждый участок площади со смыслом. Ремесленники демонстрируют конные убранства, наездники – спортивный азарт в соревнованиях. Однако у фестиваля есть и важное научное значение. Ради Хабиров заложил символический камень подкову, дав старт проекту по изучению генома башкирской лошади. Вы знаете, это мероприятие все-таки оно какой-то счетных итогов не имеет. Самое главное, что это мероприятие изначально посвящено популяризации башкирской лошади. Раз. Сохранению породы башкирской лошади. И привлечению людей к этой замечательной на самом деле истории. Четвертое, это мероприятие, ведь все, что связано с лошадью, еще вокруг целая цепочка событий. Это ремесленники, шорники, кузнецы. Это опять же возрождение народных промыслов. Поэтому это такое многоплановое мероприятие. И пятое, это просто хороший праздник. Башкорт-Аты – брендовое мероприятие, которое уже стало одним из символов Баймакского района. В этом году фестиваль башкирской лошади совпал с юбилейной датой. Муниципалитету 95 лет. Глава республики поздравил жителей с важной вехой в истории родного края и поблагодарил их за трудолюбие. Лучшим в профессии вручил государственные награды. 40 лет будет в следующий год, как я работаю учителем начальных классов. Я очень рада. Я думаю, я заслужила эту награду, потому что мои дети мою работу очень любят. У меня очень много свои достижения, свои работы методические. Я думаю, я заслужила. Я очень рада. Спасибо вам. Жители поблагодарили главу республики за положительные изменения в городе и появление новых общественных пространств. Осенью, к примеру, планируют завершить реконструкцию парка имени Салавата Юлаева. В скором времени возведут еще 2 значимых объекта. Ради Хабиров принял участие в церемонии закладки первого камня в строительство соборной мечети и церкви. Они, как ожидаются, станут подарком к следующему 100-летнему юбилею. Мне кажется, район развивается. Мне кажется, люди начали видеть усилия и республиканских властей, и усилия управленческой команды муниципалитета в направлении, чтобы сделать жизнь людей лучше. Они начали это видеть. Поэтому Баймаксу спасибо большое. Там достаточно большое количество ребят воюет. Есть потери, но весь Баймакский район такой грудью стал на защиту, на поддержку своих ребят. Это дорогого стоит. Помогают бойцам и их близким и власти. В Баймаке недавно отремонтировали центр поддержки участников СВО и членов их семей. Здесь стало не только уютно, но и удобно для маломобильных посетителей. И до обновления, и после в этих стенах работают активисты, которые с самого начала спецоперации готовят гуманитарные грузы для земляков на передовой. И эту работу они будут продолжать выполнять до полной победы. Артур Шамсудинов, Динара Таймасханова, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Баймакский район. 52 региона России, 38 стран мира. Столько объединил Уфимский марафон, который прошел в 11-й раз. На старты на различных дистанциях в этом году вышли более 10 тысяч человек. Это рекордное число за всю историю проведения марафона.
5 дистанций от 2 до 42 километров. Самому старшему участнику исполнилось 87 лет, самому младшему 6 месяцев. Подробнее в сюжете Артема Кочешева. Уфимский марафон давно стал хорошей традицией. С каждым годом число участников этого легкоатлетического старта только увеличивается. На этот раз высоким спортивным результатам способствовала хорошая уфимская погода. Вместе с жителями столицы республики на старт вышли гости Башкортостана из других субъектов и стран. По традиции маршрут марафона проходит по историческому центру города. Хочу сказать, что Башкортостан, по праву, наверное, можно назвать спортивной столицей нашей страны, потому что, в общем-то, задача поставлена главой республики создать инфраструктуру, которая позволяет любому жителю Башкортостана заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Поэтому мы сегодня по количеству спортивных объектов находимся на 3-м месте в стране и каждый год добавляем по несколько десятков. Тема марафона в этом году «Звезды сошлись в Уфе». Марафон посетили известные гости, среди них известный футболист Алексей Смертин. Он принял участие в главной дистанции на 42 километра, на которой поддерживал бегунов в качестве пейсмейкера. Здесь замечательный старт. Приехал сюда попейсить, бежать с определенным темпом и тянуть за собой ребят, которые, возможно, на максимуме своих возможностей будут бежать. И моя задача вовлечь их различными историями, инструментами, которые я сам использую уже давным-давно, и хочу, чтобы каждый из них был сегодня лучше, чем он был вчера. Впервые принял участие в уфимском международном марафоне «Робопес». Обученный уфимскими студентами железный питомец присоединился к бегунам и преодолел дистанцию в 2 километра. Территория забега расширилась, трасса впервые прошла вокруг Уфа-арены. Это еще раз формирует Республику Башкортостан как ключевую такую спортивную Уфу, спортивную столицу, регион спортивных побед, как мы всегда говорим, а Россию, безусловно, как великую спортивную державу. И вот благодаря вот таким большим спортивным событиям так будет всегда. Участники могли выбрать удобную для себя дистанцию на 2, 5, 10 километров, марафон или полумарафон. Кроме того, в этом году для бегунов предусмотрели помимо классических забегов детский на роликах и парный. По традиции в марафоне участвовали и благобегуны. Они пробежали дистанцию в пользу уфимских благотворительных фондов. Участие в марафоне – это всегда про объединение людей. Это не только про спорт, это про то, чтобы почувствовать и себя частью большого дела, и пообщаться с людьми, которые объединены какими-то общими целями, ценностями прежде всего, и которые просто могут объединиться, прийти и сделать что-то хорошее. На титульной дистанции марафона на 42 километра победителями стали Виталий Дьяконов среди мужчин и Ульяна Шарикова среди женщин. Артем Кочешев. Итоги недели. Накануне уфимский Салават Юлаев провел первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Башкирская команда встречалась на выезде с «Торпедой» из Нижнего Новгорода. В первом периоде Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперед, а вторая 20-минутка началась с точного броска еще одного нижегородского хоккеиста Василия Атанасова. Салават Юлаев сумел вернуться в игру и благодаря голам Ильдана Газимова и Максима Кузнецова счет сравнял. В третьем периоде уфимцы вышли вперед после гола Данила Алалыкина. Однако вскоре Алексей Кручинин счет сравнял, а Никита Шавин забросил победную для «Торпедо» шайбу. Таким образом, победа нижегородцев 4-3. Теперь в понедельник, 8 сентября, Салават Юлаев отправится в гости к Магнитогорскому «Металлургу». Я считаю, да, мы на 4 сегодня сыграли хорошо, создавали моменты, просто пока хромает реализация. У меня на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.